Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Бадра Гунба выступил перед парламентом с ежегодным посланием о положении дел в стране и приоритетах развития государства на ближайшую перспективу. Какие вопросы рассмотрели депутаты на последнем в 2025 году заседании сессии парламента в материале наших корреспондентов. В Абхазской государственной филармонии прошел спектакль «Незнайка» по мотивам Николая Носова. 2026 год объявлен годом села. Бадра Гунба выступил перед парламентом с ежегодным посланием о положении дел в стране и приоритетах развития государства на ближайшую перспективу. В зале присутствовали депутаты, члены правительства, главы администрации, представители судебной власти, общественные деятели и СМИ. Президент обозначил приоритетные направления деятельности в новом году, среди которых развитие экономики, демографии, инфраструктуры, решение проблем энергетической сферы, вопросы безопасности и взаимоотношений с Россией. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Это первое послание президента Бадры Гунба к Народному собранию с момента его избрания на должность главы государства. В Большом зале Кабинета министров собрались представители всех ветвей власти, члены правительства, общественные и политические организации, СМИ. Открыл встречу спикер парламента Лаша Ашуба. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, президент Республики Абхазия обращается к Народному собранию парламенту Республики Абхазия с ежегодным посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В зале присутствует достаточное количество депутатов для того, чтобы приступить к работе. Заседание предлагаю считать открытым. Свое выступление президент открыл словами великого абхазского и российского писателя и прозаика Фазиля Искандера. Глава государства подчеркнул, что открытость, внимание к людям и честный обмен мнениями могут стать основой доверия. Тысячи обращений, встреч в городах и селах, анализ ожиданий граждан – все это определило содержание моего сегодняшнего послания. Один из главных пунктов на повестке – ответы на вызовы, происходящие сегодня в мире. Ведь от успешного решения этих задач зависит дальнейшая судьба государства, подчеркнул Бадра Гунба. Укрепление и развитие абхазской государственности – это в первую очередь крепкие институты власти и гражданского общества, высокое качество государственного управления, современные вооруженные силы, эффективные правоохранительные органы и судебная система, развитая экономика и социальная сфера. Будущее нашей страны, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связано с углублением сотрудничества с Российской Федерацией, укрепление союзнических отношений между нашими странами, ключевая гарантия нашей безопасности, фундамент устойчивого развития и важнейшие условия для продвижения Республики Абхазия на международной арене. ВВП Абхазии в 2024 году составил более 90 миллиардов рублей, что на 30% выше аналогичного показателя 2023 года. Внешнеторговый оборот республики за 11 месяцев текущего года составил 54 миллиарда рублей, то есть на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2024. Увеличились поставки машин и оборудования, подакцизных товаров. Сохраняется экспорт сельскохозяйственных продуктов, винодельческой и рыбной продукции. В 2024 году при плане почти в 11 миллиардов рублей уровень собственных доходов составил 12 миллиардов. В текущем году динамика роста сохраняется. На 2026 год перед правительством поставлена задача довести объемы собственных доходов более чем в 13,5 миллиардов рублей. Реализация этой цели возможна только при условии повышения качества налогового администрирования, усиления таможенного контроля и, следовательно, вывода экономики из тени.
В этом году в целях доведения до уровня целевых значений в соответствии с абхазо-российскими договоренностями повышена заработная плата основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В 2026 году также запланирована очередная индексация заработных плат указанной категории работников. Несмотря на определенную положительную динамику, по ряду экономических показателей остаются проблемы, которые тормозят развитие страны. Среди них ограниченность внутреннего рынка, сбыта готовой продукции и сезонность спроса, недостаточная доступность и качество электроснабжения, изношенность инженерной инфраструктуры, отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг субъектам бизнеса, дефицит кадров. В своем выступлении президент подчеркнул ключевые достижения страны за прошлый год и обозначил направление развития на будущее. Это первая зима за долгие годы без верных отключений света. Этого удалось достигнуть благодаря поддержке России и своевременным решениям, отметил глава государства, говоря о проблемах в энергетической отрасли. В 2025 году был проведен комплексный аудит электроэнергетического сектора. Его итоги ожидаемо подтвердили необходимость значительных инвестиций в объеме не менее 12 миллиардов рублей. Нами уже ведется замена наиболее изношенных участков линий электропередач. Ведется обновление трансформаторных мощностей. Кроме того, с августа по декабрь 2025 год по моему поручению РУП «Черноморэнерго» был организован переток электроэнергии из Российской Федерации для покрытия энергодефицита в осенне-зимнее время. Но что важно, этот переток мы добросовестно оплатили. Его стоимость составила порядка 495 миллионов рублей. И что еще более важно, впервые переток оплачивается не из госбюджета, а за счет средств, поступивших от абонентской платы за потребленную электроэнергию. Организация данного перетока позволила нам более гибко управлять водным ресурсом системы Ингургэс. Эта мера позволит избежать веерных ограничений в подаче электроэнергии населению. Около 23 тысяч приборов учета планируют установить в многоквартирных домах Абхазии на первом этапе в 2026 году. На это направят порядка 940 миллионов рублей. Президент поручил выработать предложение по диверсификации энергоисточников, приступить к проработке внедрения альтернативных источников энергии. Бадрагунба объявил 2026 год годом села. В условиях стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село поможет сохранить народ, страну и язык, считает президент. Глава государства поручил правительству в 2026 году напрямую финансировать из программы господдержки аграриев по 1 миллиону рублей на каждое село в Абхазии. Сельские жители смогут самостоятельно решить, на какие первоочередные нужды необходимо направить эти средства. Мы часто и справедливо отмечаем, что село – это основа основ нашего народа. В современный век стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село – это то, что позволит нам сохраниться как народу, а значит, сохранить нашу идентичность. Дорогие друзья, перед нами стоят серьезные задачи, поставлены приоритетные цели. Их реализация требует устойчивого экономического развития, слаженной работы исполнительной власти в тесном взаимодействии с законодательной и судебной властью и высокой ответственности перед всем обществом. Президент в своем выступлении коснулся и вопросов здравоохранения. Из достижений выделил открытие ангиографической операционной в Республиканском сосудистом центре и проведение диспансеризации детей. Говоря о реформах в системе здравоохранения, подчеркнул необходимость модернизации в этой сфере. Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных учреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется государством, более невозможно. Плата взимается, используя государственное имущество, медицинское оборудование, расходные материалы, площади и электроэнергию. По моему поручению в августе текущего года начата разработка нормативно-правовых актов,
обеспечивающий реализацию закона Республики Абхазия о здравоохранении, которое будет определять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг, предоставляемых в государственных медучреждениях. Президент коснулся и вопросов социального обеспечения и демографической политики. В 2025 году государством профинансировано 9 ведомственных и 1 межведомственная целевые программы. Их общее финансирование в текущем году составило более 660 миллионов рублей. Поддержаны направления, охватывающие такие сферы, как оказание медицинской помощи и реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лечение граждан за пределами и на территории республики. Говоря о безопасности, глава государства отметил необходимость перехода к более эффективной модели оборонного строительства. По мнению Бадры Гунба, один из важных шагов – формирование вооруженных сил на профессиональной основе. Это потребует значительных инвестиций, но в перспективе такая система даст качественно иной уровень боеспособности и управляемости. Туризм, транспорт, логистика, образование и сохранение культурной идентичности Абхазии, развитие цифровых технологий, внутренняя и внешняя политика – это те важные темы, которых также коснулся президент в своем выступлении. Российская Федерация является стратегическим союзником Республики Абхазия, гарантом нашей безопасности и ключевым партнером в социально-экономическом развитии. Как президент Республики Абхазия я рассматриваю абхазо-российское сотрудничество как безальтернативную основу внешнеполитического курса нашего государства. Позиция нашего народа неизменна. Укрепление и развитие всестороннего стратегического партнерства с Российской Федерацией отвечает коренным национальным интересам Абхазии. При моей личной... Глава государства подчеркнул, что открыт к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны, в том числе с представителями оппозиции. Мы обязаны общаться со всеми, теми, кто настроен работать на благо нашего государства, будь то он представитель власти, сторонник власти, оппонент власти. Здесь не может быть иных подходов. Процитирую великого сына абхазского народа, второго президента Сергея Васильевича Багапш. Для меня не существует оппозиции. Есть граждане Абхазии. И хорошо, что они все не думают одинаково. Не дай Господь, если все в Абхазии, сказал президент, и все побежали в одну сторону. Это именно та идеология, которой я придерживаюсь. По завершению послания представители различных ветвей власти, депутаты бывших созывов, общественные и государственные деятели выделили ключевые моменты выступления. Все эти вопросы нами воспринимаются как приоритетные вопросы и направленные на наше национальное развитие. И, конечно, мы во взаимодействии с исполнительными органами власти, с правительством будем стараться реализовывать эти направления. Сейчас послание пойдет в качестве приоритетного документа в парламент Абхазии, будет распределено по направлениям в соответствующие профильные комитеты. И уже с начала следующего года мы будем обсуждать параметры послания. Мне что больше всего понравилось, это вот то, что в скором будущем мы получим проект бюджетного кодекса. У нас идет цифровизация нашей экономики, здравоохранения, обороны, внутренних дел. Практически по всем направлениям нашей жизнедеятельности, начиная с телемедицины, цифровизация охватывает все сферы народного хозяйства и, будущее улучшение деятельности наших основных фискальных органов и Министерства по налогам и сборам, и Государственного таможенного комитета. Это очень важно, это улучшить и администрирование, которое приведет к существенному увеличению нашего республиканского государственного бюджета. У нас идет хорошая динамика увеличения собственных доходов бюджета. Сегодняшнее мероприятие, которое прошло, показывает о том, что президент готов беседовать с обществом, отвечать на запросы общества
И об этом он постоянно говорил в своем выступлении. Прежде всего, он говорил о сохранении абхазской идентификации. Затем, если говорить об остальных вопросах, это самое главное вопросы экономики. Он очень много рассказывал о том, что каким путем будет развиваться. Прежде всего, это развитие малого бизнеса, поддержка сельского хозяйства, предприятий. И уделил внимание о том, что надо реформировать налоговую систему. Это вопрос давно назрел, его необходимо сделать. Кроме того, он очень большое внимание уделил молодежи, молодежной политике. И мне, как заведующему кафедрой Абхазского госуниверситета, приятно, что он уделил большое внимание Абхазскому госуниверситету. Все сферы были охвачены, это очень важно, но мне показалось, что есть серьезное понимание нашей демографии, без которой мы можем оказаться в такой демографической яме, что мы не выкарабкаемся и мы подорвем свое государство. И практически с этим можно увязать главное, на мой взгляд, в этом послании, чем это послание отличается от посланий прежних президентов и так далее, это на самом деле вот разворот в сторону села. И то, что 26-й год объявляется годом села, очень важно, потому что мы не можем не понимать, что как бы мы ни старались город сделать таким, каким он должен быть, все равно этот процесс затянулся. А вот что касается села, в котором было все, что нужно для нашего государства, там все меняется все эти годы, это понятно. Редеющая и такая худеющая, скажем, вот деревня для нас это очень большая опасность. И поэтому вот этот новый постулат и ориентир это очень важно. Но мне очень понравилось два момента завершения. Первое, то, что этот год будет объявлен годом села. Абсолютно правильная постановка. А вкупе с тем, что еще там шла речь о льготах для сельских учителей, о том, что надо восстановить программу «Сельский учитель» и так далее, о том, что поддержка на селе со 150 миллионов вырастет до 500. Все это создает такой мощный тыл к тому, чтобы село все-таки у нас возродилось в полном смысле, как действительно, как очаг, как хранитель всего того, что есть абхазское. И очень понравилось мне то, что решен вопрос с музеем Владислава Арзамба. Я думаю, это такая точка хорошая завершения его года в Гудауутах. То, что касается музея Арзамба, там, где есть его мемориальный комплекс, эта идея старая, она еще была в 2014 году, но, наконец, она получает свое реальное воплощение. Хочу и о социальной сфере сказать, где столько сделано, еще предстоит делать. Да, очень важно, что он отметил отдельно добровольцев. Это тема, которую мы вообще не имеем права забывать ни в коем случае. Очень важно, что говорил о том, что нужна поддержка многодетных семей, 3 и более. И будет решаться жилищная программа этих семей. Это тоже очень важно, потому что программа жилища, которая у нас идет, она подчас не позволяет рассчитывать, там так много категорий, на получение жилья тех, у которых 4 детей несовершеннолетних сегодня. И вот стык этой программы жилья и с программой, связанной с выделением жилья репатриации, мне кажется, абсолютно правильный ход, чтобы в обществе не было никаких разночтений и так далее. Понравилось то, что надо избежать места компактного поселения репатриантов, тоже важно. Они должны быть расселены во всей республике Абхазия, чтобы адаптироваться к нам, а не сохранять те традиции, которые исключительно у них есть. Я думаю, очень важно в том, что в экономике, в поддержке малого и среднего бизнеса, там тоже значительный рост, в 4 с лишним раза увеличится финансирование. И вообще то, что малый и средний бизнес, это будет прерогатива, да, которой уделяется. Мы всегда это декларируем. Здесь зримо есть суммы, которые позволят. Мысль такая главная, которая есть, что нам нужно наше государство, чтобы
был наш этнос. Из 50 поручений, данных президентом в августе этого года, правительству и органам госвласти полностью исполнены 17. По 11 достигнуто межведомственное согласование. Оставшаяся часть – это поручения стратегического характера, находящиеся на разных стадиях проработки. Все поручения будут реализованы в полном объеме и в установленный срок, подчеркнул президент. В Кабардине Алексей Гухова, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Полную версию послания президента Абхазии Бадры Гунба Народному собранию смотрите сразу после новостей. Открытие аэропорта, развитие логистики и инфраструктуры, множество проектов для молодежи. В интервью Абхазскому радио вице-президент Беслан Бигвава отметил самые знаковые события уходящего года. Были также затронуты темы обороноспособности, службы в армии, молодежной политики и спорта. Уходящий год был очень насыщенным. Мне что хотелось бы отметить, самое главное, ввиду того, что какие процессы, какие события происходят вокруг нас, в целом в мире, где происходит нестабильность, нам удается сохранить мир. И слава Богу, что сегодня наши дети развиваются, ходят в школы под чистым небом. И еще мне что хотелось бы отметить, как нам всем известно, год вообще начинался с предвыборной кампании президента Республики Абхазия. Были, конечно, эксцессы, ситуации такие, которые не похожи нам. Но в целом наш народ сохранил мудрость, свою ответственность, свою зрелость и сохранит стабильность в нашей стране. Еще хотел бы отметить, по уходящему году был запущен аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Вообще этот аэропорт, он, во-первых, для удобства наших гостей, которые приезжают сюда. Во-вторых, для тех же наших местных жителей это удобная локация. И в то же время основной параметр этого, мне кажется, это для развития восточной части Абхазии. Потому что туристы, многие поехали в этом году и открыли для себя Восточную Абхазию. Мы все понимаем, что экономически, к сожалению, Восточная Абхазия отстает. И так не должно быть. Абхазия должна целиком развиваться, идти в ногу со временем. Не должно делиться там на какие-то бедные дотационные регионы и хорошо развивающие. Она должна быть в целом для всех быть одинакова. Внедрение автоматизированной судебной информационной системы в судах республики вновь отсрочено. Решение принято на заседании сессии Народного собрания. Определена сумма на содержание контрольной палаты и приняты бюджеты 6 внебюджетных фондов на 2026 год. О вопросах, которые рассмотрели на заседании, в репортаже Налы Чинджерия. Более 10 вопросов повестки дня рассмотрели депутаты Народного собрания на последнем в этом году заседании сессии парламента. В первом чтении приняты поправки к закону в сфере льготного обеспечения электроэнергии. Депутаты предлагают исключить из списка льготников военнослужащих, работников прокуратуры и должностных лиц таможенных органов, общее количество которых составляет 7227 человек. При этом сохранить льготы для семей умерших военнослужащих, работников прокуратуры и должностных лиц таможенных органов. Депутаты также предлагают лишить льгот на оплату электричества судей, которые сейчас оплачивают коммунальные услуги со скидкой 50%. Обусловлено это тем, что тяжелая ситуация в электроэнергии, соответственно, я думаю, это объяснять не нужно никому. Когда мы добавляли цены на электричество, мы ухудшали и умаляли права наших людей, хотя право и льгота – это не одно и то же, основные права, которые прописаны в Конституции. Поэтому, у меня такое мнение, у вас может быть другое мнение, поэтому… Поддерживаем инициативу группы депутатов, которую Винор Яковлевич представил, и также проинформирую, потому что часть льгот в этой сфере установлена в том числе и актами президента, это в отношении сотрудников органов внутренних дел. И если парламентом будет сегодня принят данный законопроект, также исполнительная власть со своей стороны аналогичные изменения внесет в
системе МВД. Военных наших, да, лишили льгот. Вот именно с этим я не согласен. Я предлагаю, если уже так, Винор Яковлевич, что приняли только в первом чтении, а ко второму чтению, во-первых, реально более конкретно еще и со специалистами обсудим. Если все-таки есть противоречие Конституции, мы неминуемо должны будем снять. Если нет, принимать. И каждый год, когда мы с вами принимаем республиканский бюджет, там должно быть отражено на покрытие льгот за таким-то категориям наших с вами сограждан. Я не согласен, допустим, да, без одновременной монетизации и создания системы оказания этих льгот правительством, да, мы сейчас слышим, что новые льготы появляются, да, если также, да, я считаю, что мы должны наладить систему, по которой, если государство, мы принимаем закон о введении какой-то льготы, значит, это должна быть сразу система компенсации, система оказания этих льгот, и эти льготы должны быть отражены в расходной части наших бюджетов, или возложить на местные бюджеты, или на республиканский бюджет. С целью поддержки и развития экологичных источников питания оборудование для возобновляемой энергии освобождено от таможенных пошлин. Депутаты упростили ввоз техники для зеленой энергетики, отменив обязательные платежи при импорте солнечных панелей, ветрогенераторов, комплектующих к ним и контролеров управления. Внедрение автоматизированной судебной информационной системы в судах республики вновь отсрочено до 1 января 2027 года. В предыдущий раз внедрение АИС было перенесено с 1 января 2024 года на 1 января 2025 года. Спустя некоторое время небольшой я зарегистрирую проект, чтобы мы в принципе отказались от аудио-видео протоколирования. Потому что, во-первых, эта практика, она у нас вот есть, получается, законодательство, в той же Российской Федерации такой практики нет, это усложняет. Для того, чтобы нормально функционировало, нам придется еще много миллионов рублей вложить в открытие новых залов в судах, новые ремонты, потому что они физически не справляются, когда, да, фиксация только в одном зале, да, и не знаю даже, как получится, если мы опять эти деньги потратим. Поэтому, я думаю, не надо здесь быть святее Папы Римского, да, нормально в мире работает без аудио и видеофиксации. Это на будущее. Во втором окончательном чтении принят проект закона о государственной пошлине, призванный упростить расчет госпошлины. Документ направлен на определение понятия государственной пошлины, плательщиков, порядка и сроков уплаты государственной пошлины, установление льгот для отдельных плательщиков. Во-первых, этот проект нацелен на увеличение доходной части республиканского бюджета. Ну и кроме того, за эти 25 лет, с тех пор, как действует вот закон, которым сегодня руководствуемся, во-первых, и стоимость денежной массы изменилась, плюс как бы те цены, которые были установлены тогда, они сегодня уже не актуальны. Поэтому предлагаю поддержать во втором чтении. На комитете был вчера он рассмотрен. Парламент ратифицировал протокол соглашения с Россией о софинансировании заработной платы сотрудникам Министерства внутренних дел Абхазии. Этот документ был подписан в 2020 году в дополнение договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией 2014 года. Поправки предусматривают перерасчет денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел и гражданского персонала МВД. Предусматривается повышение денежного довольствия в 2025 году на 30%, в 2026 на 22%, в 2028 еще на 16%. Данные изменения, которые представлены на ваше рассмотрение, направлены на перерасчет денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел и гражданского персонала МВД. Денежные средства на финансирование указанных расходов образовались за счет образовавшейся экономии в связи с тем, что не все штатные единицы были заполнены. Общая сумма на реализацию данного протокола составляет более 60 миллионов рублей. Просил бы депутатов поддержать ратификацию данного протокола.
Депутаты определили сумму средств на содержание Контрольной палаты республики на 2026 год. Она составила 67,5 миллионов рублей. Кроме того, палата должна регулярно предоставлять информацию о своей деятельности в СМИ на каналах государственного телевидения и радиовещания не менее 1 часа раз в полгода. Нацбанк включен в систему государственного обмена статистикой. Теперь Госкомстат обязан предоставлять официальную информацию регулятору наравне с президентом, правительством и органами госуправления. Парламент также утвердил смету Национального банка Абхазии и определил аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита главного банка страны. На последнем в этом году заседании сессии парламента также были утверждены бюджеты 6 внебюджетных фондов Абхазии на 2026 год. Все они являются бездефицитными. Нала Чхендирия, Раму Камки, Абхазское телевидение. Программу и свою концепцию государственного строительства презентовала в Сухуми республиканская общественная организация «Народная сила». В тезисной форме на суд общественности были представлены предложения по реформированию политической системы, внедрению изменений в Конституцию Абхазии, созданию национальных проектов социально-экономического развития. На пресс-конференции руководитель организации Тимур Надарая и его заместитель Рустам Зантария отметили, что представленный документ будет дорабатываться с учетом мнений общественности. В организации открыты к диалогу и обсуждению положений программы. Мы делали в своих социальных сетях небольшую презентацию. Сейчас там вывешены также тезисы программы республиканской общественной организации «Народная сила». И звучало также, что мы центристская организация, которая призывает к широкому общественному диалогу. Это не просто слова, действительно нашему обществу давно требуется большой общественный диалог, и между властью и оппозицией сегодня зачастую не хватает людей, которые призовут и помогут сесть за один стол и обсудить многие животрепещущие вопросы. Причем делать это необходимо нередко и без камер. То есть нам не хватает именно вот таких, в хорошем смысле, консультаций, которые приведут в последующем к пониманию и приведут к дальнейшему прогрессу государства. Конечно, здесь есть масса необходимых реформ, но и на сегодняшний день они могут обсуждаться, они могут дополняться, мы можем вносить в них свои мысли. Мы готовы к такому диалогу со всеми. И люди могут писать нам, приходить сюда и говорить о том, что они думают по поводу той или иной позиции республиканской общественной организации «Народная сила». Абхазскому политику Александру Анквабу исполнилось 73 года. Из них более 40 лет он посвятил общественной и политической жизни страны. За эти годы в Абхазии произошло множество событий. От активной фазы борьбы за государственность, Отечественной войны народа Абхазии до признания независимости и становления республики. И все эти годы Александр Анкваб в центре политических и общественных процессов. Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета Александр Анкваб начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР. Был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел. В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии. В период Отечественной войны народа Абхазии был членом Государственного комитета обороны республики. В 2005 году занял должность премьер-министра и занимал ее до 2010 года. В феврале 2010 Александр Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 президентом Абхазии. Занимал этот пост до 2014 года. В 2017 году Александр Анкваб был избран депутатом Народного собрания, а в 2020 назначен премьер-министром республики. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил экс-президента Абхазии Александра Анкваб с днем рождения. Сергей Кириенко пожелал ему поддержки всех планов и начинаний, ярких результатов, признания и высокой оценки деятельности. Пусть источником вашей энергии будет тепло близких и радость от каждого дня, счастья и крепкого здоровья, говорится в поздравлении.
Продолжаем выпуск. В столичном парке имени Тараса Шамба дан старт новогодним представлениям с участием воспитанников детских садов и школ Сухума. Вплоть до 30 декабря в хорошую погоду здесь будут показывать музыкальные и кукольные постановки, мультфильмы и давать мастер-классы по лепке и рисованию. Парк украшен разноцветной иллюминацией и даже издалека привлекает внимание. На открытии праздничной площадки побывала Яна Шакая. Яркие музыкальные и театральные представления, кукольный театр, веселый аниматор и ростовые куклы, мастер-классы по рисованию и лепке, показ лучших новогодних мультфильмов – все это для маленьких жителей столицы в парке имени Тараса Шамба. В день открытия праздничной площадки здесь показали музыкальные представления с участием артистов-аниматоров. Хочу выразить огромную благодарность за такой праздник, за такое волшебство, которое нам сделали. Всем спасибо большое. Спасибо, что радуете нас, деток. Всех с наступающим Новым годом! На самом деле столько классных мероприятий не только для детей, но и для взрослых, что очень круто сплочает, грубо говоря, все семьи. Мне самой это интересно. Посмотреть, какая елка здесь, какая елка на районе, какая елка в Агудзере. Вот, поэтому с огромной благодарностью, конечно, к администрации города. В этом году они, мне кажется, превзошли все ожидания. Это реально очень круто. Так что поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть следующий год принесет еще больше положительных эмоций и больше таких ярких праздников. Мне очень нравится праздник. Здесь весело. Подарки будут раздавать, стихи все выучили. Расскажите про свои эмоции. Вам все нравится? Очень! Что-то новое увидели? Да! Молодцы. Как новогоднее настроение? Отлично! Молодцы, с наступающим Новым годом! Вас тоже! Праздничная иллюминация, различные декорации, герои мультфильмов и сказочные персонажи организаторы постарались создать яркую и запоминающую атмосферу для ребятишек. Ведь все это сделано для того, чтобы видеть счастливые лица детей и их родителей. Данное мероприятие будет проходить в течение 7 дней. Каждый день в хорошую погоду. Здесь организованы для детей подарки, приятные угощения, сладкие. Также будут для детей зоны рисования, лепки, где дети смогут и поиграть. И также будут выступления аниматоров детских садов. Сегодня у нас участвуют в сказке «Холодное сердце», любимая всеми Эльза, огромный роскошный олень Свен, прекрасный Олаф, Снеговичок и, конечно, наш роскошный Дед Мороз, который будет раздавать в конце всем подарки. Еще раз с наступающим всех Новым годом, дорогие друзья! Каждый год дети ждут чуда, и организаторы смогли удивить и порадовать. Праздник состоялся. Дедушка Мороз не оставил без внимания ни одного ребенка. Каждый получил подарок и немного волшебства. Мероприятие в парке «Сказка» будет проходить до 30 декабря. Яна Шакая и Юрий Катибов, Абхазское телевидение. Праздник актерского мастерства. В Абхазской государственной филармонии прошел спектакль «Незнайка» по мотивам Николая Носова. Спектакль – это отчетная работа детской театральной студии «Сарасамта». Милана Агарба расскажет детали. «Незнайка» – знакомая с детства история про смелого и любопытного героя сказки Николая Носова. Суть постановки заключается в рассказе о нравственности, призыве быть честным, смелым и трудолюбивым, заботиться о других. Актерская и детская мастерская занимается развитием и творчеством детей от 4 лет. Это место, где учат быть открытыми, правдивыми и самостоятельными. Это не является тем местом, в котором я от них что-то требую. Я не привлекаю ни хореографов, ни дизайнеров, ни декораторов, ни костюмеров, никого. То есть это все создается как бы внутри нашей семьи, которая называется мастерской. Костюмы, работа над сценарием, то, что, допустим, ставятся какие-то танцы. Вы увидите сами, что они не грубо постановочные, потому что они собраны из элементов, которые рождали, фантазировали сами дети. Моя задача
только это собирать. Спектакль дарит радость и улыбки, а также поднимает настроение. Многие ребята пришли поддержать своих друзей. Кто-то впервые знакомится с «Незнайкой» и этой постановкой. Если честно, меня пригласили на данный спектакль, и мне бы очень хотелось бы посмотреть. Мне кажется, то, что спектакль обещает быть великолепным. Особенно было бы интересно, как изобразят самого главного героя, точнее Незнайку. В финале главный герой преображается, как и все другие персонажи. Они понимают, что надо жить для других, совершать добрые дела. Постановка стала четной работой актерской мастерской и в то же время подарила юным артистам и их родителям массу ярких эмоций. Милана Агарба, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 27 и 28 декабря в Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь разной интенсивности, местами дождь со снегом, гроза. В горах снег, температура воздуха ночью 0,3, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.